С тех пор, как Россия закрыла свою границу для импортных продуктов, прошло 5 месяцев. В то время как Запад подсчитывает убытки и ищет новые рынки сбыта, наша страна наращивает обороты производства. В России эмбарго рассматривают не как проблему, а как новые возможности. Например, чеченская компания «Лидер А» из-за роста продаж даже решила расширить ассортимент продукции. В скором времени здесь заработает цех по производству детского питания, восточных сладостей и выпечки. Высококачественная мясная, молочная, консервированная продукция и газированные напитки компании уже зарекомендовали себя на отечественном рынке. Возможность попробовать натуральные продукты из свежего сырья без искусственных добавок, загустителей и консервантов получили и жители других регионов страны. У нас увеличивается клиентская база, и в последнее время в Москве и в Краснодаре, то есть это работали с нами компания «Альтимир», то есть руководители были арабы, у них больше способом являлась наша колбаса. Также в Астрахани, там в Нальчике. Возродить сельское хозяйство, пусть даже на 6 сотках, в условиях санкций взялись и некоторые бюджетные организации. Сотрудники Гудермесского центра социальной помощи семье и детям во дворе учреждения построили 2 теплицы. В уходе за растением педагогам помогают их юные подопечные. Уборка сорняков, поливка овощей и фруктов для них – дело привычное. Сейчас здесь высажены помидоры, огурцы, гранатовые и лимонные деревья, клубника. Весь собранный урожай остается в социальном центре. Такая практика водится во многих аналогичных учреждениях Министерства труда. Мы получаем плоды свежие и кормим наших несовершеннолетних экологически чистыми продуктами. Также в перспективе мы надеемся, что дети, проходя данную терапию, проявят определенный интерес и в будущем будут заниматься уже выращиванием овощей или фруктов. Где дети рождаются агрономами, так это в чеченских селах. Их знакомство с землей происходит еще в раннем детстве. Муаз Мавсуев вырос в трудолюбивой семье, которая жила и кормилась тем, что выращивала на своих участках. Урожай хранят в маленьком погребе. Свежих овощей, солений и варенья Мавсуевым хватит до следующего года. Поездки на рынок в маленьком селении Нижний Дай – явление нечастое. На стол в основном идет все свое, натуральное. Обед Муаза и его семьи в основном состоит из традиционных чеченских блюд. Газа в Нижнем Дае нет, приходится готовить на дровах, но сельчане не жалуются, ведь их предки жили в еще более сложных условиях. Воду для полива огорода вносили за сотни метров. Муаз решил облегчить свой труд. С ближайшего родника он протянул шланг длиной в 600 метров до своего дома. С введением продуктового эмбарго о своих 6 сотках вспомнили и многие горожане. Эксперты говорят, что практически у каждой чеченской семьи есть по несколько заброшенных участков. И сегодня пришло время возделывать землю. Я бы посоветовал всем гражданам республики, запастись, или закупить скот, мелкорогатую, крупнорогатую птицу, куру, а то, что часть госсектора выжмет, за частного сектора выжмет. Ну, как и мамы наши, как и бабушки, нужно каждому заниматься своим подворьем, сельским хозяйством, и огородами заниматься. Для тех, кто только планирует заняться земледелием, сейчас самое время окультурить заброшенные участки. Советами, как это лучше сделать, готов делиться даже министр сельского хозяйства. В первую очередь сейчас надо землю надо вспахать и в этом виде оставить, а уже к весной планировку сделать, если же нужны какие-либо семена, наши специалисты выйдут им по домам, покажут, расскажут, помогут, дадут консультацию. Учитывая непростые отношения России и Запада, специалисты призывают отечественных производителей увеличить оборот собственных сельхозтоваров. По их словам, если сейчас воспользоваться санкциями и использовать имеющиеся возможности по максимуму, можно добиться больших результатов и снять с себя бремя зависимости от поставок из других стран. Дагмара Касаева, Муса Астамиров, Адам Чкуев, Жамлаил Хаджилиев и Дани Хавхаров. Новости.